Сегодня мы с вами говорим о доступе женщин к хобби и профессиям. Мы все с вами знаем, что на выбор среди женщин профессии часто влияют стереотипы, но существуют и законодательные ограничения. И об этом сегодня мы и будем говорить. Мои собеседницы Назик Иманбекова, член наблюдательного совета «Инициатива прозрачности добывающей отрасли». Здравствуйте, Назик. Здравствуйте. И Алия Мамбеталиева, медиаэксперт. Здравствуйте. Вот каким образом так получилось, что у нас на законодательном уровне есть список профессий, запрещенных для женщин? Ну, на самом деле это больше наследие, которое нам досталось от Советского Союза. Ряд стран они унаследовали это и оставили после распада СССР. Но в течение нескольких лет, допустим, в европейских странах, балтийских странах она была упразднена, тогда как в центральноазиатских странах и в Монголии, в России, в Азербайджане такие списки оставались долгое время. Но, допустим, если в Казахстане, в Узбекистане и в России даже, да, этот список он обновлялся из года в год, то в Кыргызстане в последний раз, если я не ошибаюсь, он обновлялся в 2012 году. В 98-м, по-моему, 12 году. В 2012 году он обновлялся. Но он обновлялся в том плане, что там какие-то слова изменялись, да, но те профессии, которые у нас не существуют в Кыргызстане, или те профессии, которые могли бы быть упразднены ввиду того, что у нас развиваются и технологии, условия работы улучшаются, да, они и не были убраны из этого списка. И сколько профессий в этом списке? 446 профессий. 446 профессий, вот вдумайтесь только. Официально в Кыргызстане запрещено заниматься женщинам 446 профессиями. Да, правильно. Мне кажется, что у нас просто и профессий-то столько нет в стране. Там все профессии, которые вот существуют в нашей стране. Ну вот как раз Назик как сказала, то, что не было пересмотрения этих списков вообще специальностей. Там очень много специальностей, которые не существовали ни при Советском Союзе в Кыргызстане, ни в данный момент после развала Советского Союза. То есть это был общий список на весь Советский Союз. Да. И после развала Советского Союза мы просто его оставили. И какие, например, там есть профессии? Очень много профессий, которые касаются именно горнодобывающей отрасли. Вот из тех, что нет в Кыргызстане. Химическая отрасль очень много, какие-то подземные работы, то есть работа с опасными элементами, то есть те профессии, или, допустим, судостроительные профессии, то есть нельзя красить суда, там, чем-то заниматься какие-то... Как говорится, хорошо не буду. Да, то есть такие профессии, которые, в принципе, не были развиты никогда в Кыргызстане. Но это ведь сделано не потому, что, вот я слушаю вот эти ваши профессии, которые вы перечисляете, это сделано не из дискриминирующих, не потому, что меня хотят дискриминировать, да, потому что как бы заботятся о моем репродуктивном здоровье. Да, то есть основная часть того, что в этом списке, и почему это защита матери и ребенка, но почему, допустим, в 2023 году это устаревший список, поскольку отрасли все развиваются. То есть такая вещь, как безопасность сотрудника, она становится немного лучше за счет технологий. Ну и самая главная идея того, что да, это защита женщин, но мы же говорим о равных правах, то есть человеческая жизнь важна, вне зависимости от пола, мужского или женского. То есть это выбор делает женщина каждая сама, и мужчина делает выбор, он готов идти на данную работу или нет. Это чаще всего, допустим, в Кыргызстане это высокооплачиваемая работа. Понятно. Да. И вот здесь мы пришли к тому, вот какие профессии запрещены среди тех, что действительно есть в Кыргызстане и которыми бы могла заниматься женщина.
А в большинстве случаев это касается горнодобывающей отрасли, но кроме того есть сфера транспортных перевозок, пищевая сфера, есть другие промышленности, в которых наши женщины могли бы работать и зарабатывать больше денег, нежели там услуги, предоставлением услуг, либо в каких-то социальных сферах, допустим. И я еще хотела дополнить, что во время Советского Союза именно к этому постановлению были также приняты ряд льгот, что женщина, когда она меняет свою профессию, она могла обучаться, она могла также продолжать привозить своих детей в детские садики, в те же детские садики, куда ходят именно дети горняков и других профессий, да, могла иметь какие-то льготы и также послабления, плюс еще были дополнения, какие-то денежные компенсации, когда она выходила на пенсию. Но проблема в том, что наше государство, когда она принимала, оставляла, скажем так, даже и не принимала, оставляла это постановление, она не оставила также вот эти льготные, да, условия для женщин. То есть это уже как бы она упразднилась. И это, я считаю, что это несправедливо. То есть запреты есть? Да, рестрикции остались, а льготов нет. То есть плюшки забрали, остались только кнуты. А что делается для того, чтобы изменить этот список? То есть речь идет об изменении этого списка все-таки, вы выступаете, или за полное его упразднение? Мы выступаем за полное его упразднение, потому что мы считаем, что женщина, она вправе выбирать. Это вопрос как раз-таки выбора. Если она считает, что да, это вредно для ее здоровья, то она может не работать. То есть это не означает, что мы упраздним, и все женщины должны работать в горнодобывающей отрасли или в других отраслях. Да? Но тот факт, что у нее будет выбор, это, мне кажется, тенденция сегодняшнего дня, да, то есть каждый человек должен иметь выбор. Никто не должен диктовать ей, что делать, в какой сфере работать и как ей жить. Да, и, допустим, есть для примера, да, самые такие часто, которые мы приводим, женщина не имеет права водить общественный транспорт за пределами черты города. То есть если там превышает, по-моему, 15, да, человек? 14 человек. Где здесь небезопасность в наше время? Или, допустим, женщина не имеет права управлять краном строительным, но такие есть ситуации. То есть есть женщины в Бишкеке, в Кыргызстане, которые занимают эту должность. Ну, это не настолько опасно, допустим, если это, это химическая отрасль, и она может повлиять на детородные функции какие-то, да? Но при этом женщина может выбрать, пойдет она строителем или будет управлять краном или нет. Этот список, он соблюдается действительно или это просто для галочки, что он где-то есть, и о нем ни сами женщины, ни работодатели, в принципе, не знают? Что интересно, вот мы с Алией проводили опросы, как среди местных жителей, близ которых существует месторождение, да, вот крупные месторождения Кыргызстана, также среди вот горнодобывающих компаний об этом списке. И я не знаю, к сожалению или к счастью, очень многие не знают об этом списке. Из местных жителей очень многие сказали, что никогда не слышали и не знали об этом списке, тогда как горнодобывающие компании все знают об этом списке, соответственно, они соблюдают этот список. Это как бы на законном основании они должны соблюдать. И было даже такое, что одна компания на основе этого списка отказала работе женщин. Но многие сказали, что никогда этот список не использовали для того, чтобы отказать женщине, но это как бы на их совести. Ну, то есть, со слов одного из представителей сектора, он говорил, что мы принимаем женщин на работу, если они проходят по стандартному отбору, если они подходят и они лучше, сильнее, быстрее других кандидатов на эту должность, то они, в принципе, берут и женщину на эту позицию. Но на этих позициях нужно и соответствующее образование.
вполне возможно, что на этапе получения образования у женщин возникают проблемы. Нет такой проблемы? Да, вы правы. Очень много зависит от именно обучения, потому что уже на начальном этапе девушки, они не выбирают такие профессии. Это стереотипное мышление родителей, что ей будет сложно найти работу, либо ей сложно будет работать впоследствии. Ну, допустим, я сейчас вспомнила пример того, что, допустим, бурение. Горнодобывающий сектор, в принципе, это постоянное бурение. Там работают в основном мужчины, но, допустим, те машины, те агрегаты, которые производят это бурение, они полностью автоматизированы. И чаще всего это привозные машины, которые соответствуют стандартам безопасности. И, допустим, если компания горнодобывающая нанимает себе бурильщиков или водителей на эти типы машин, идут в основном мужчины, и заработная плата у них выше. Если там будет работать женщина, то она будет на максимально низко оплачиваемой работе, то есть это в основном кухня, это уборка горничная и тому подобное. И есть еще стереотип, просто когда мы расспрашивали, что женщинам будет некомфортно, потому что температуры, высота, большое количество мужчин, и мужчинам будет некомфортно. То есть здесь столько стереотипов выходит, когда начинаешь разговаривать с людьми, касающейся этой сферы, потому что она изначально считалась более мужской, и что та сторона, что женская сторона, что мужская сторона иногда просто уходит в такие дебри стереотипов в нежелании сотрудничать и работать вместе, даже не зная о списке запрещенных профессий. Вот я вас слушаю и понимаю, что, да, с одной стороны, в этом списке множество профессий, которых у нас и нет, с другой стороны, о нем мало кто знает, с третьей стороны, в принципе, сами женщины наполнены стереотипами и не идут. То есть список-то этот официально существует, но какую-то роль он-то и не играет. Вот отказавшись от него, это будет только первый шаг к достижению равенства в поиске работы. Правильно я понимаю? Да, я думаю, что этот список все-таки играет какую-то роль, потому что горнодобывающие компании, они должны следовать постановлению правительства, и они, соответственно, могут отказать на основе этого списка. Такой есть. Да, риск такой есть. Потом я согласна с тем, что у нас все-таки нужно менять еще и стереотипное мышление людей, потому что когда мы объясняли людям о списке, то в основном там было 4 причин, да, вот, которые там наше общество говорило. Да, вот, во-первых, это то, что женщина, она не может работать на таких тяжелых работах, ей как мать она должна заботиться о своем рождении, о своих детях. Да, и государство она должно заботиться о женщинах и их здоровье, и о будущих ее детей. А второе стереотипное мышление было то, что женщина, она не может уезжать на 15 дней, оставляя свою семью и работать среди мужчин. Да? Это стереотипное мышление о наших социальных ролях мужчин и женщин. Да? У нас, к сожалению, сложились такие четкие границы ролей женщин и мужчин, что очень сложно говорить вообще в обществе о том, что вот женщина, она может работать и в таких условиях, и в таких отраслях, где и мужчина может работать. Да? В принципе, это мышление нужно менять, но ее сложно, да? Потому что было, что даже женщины, да, и даже большинство женщин, они выступали против этого списка, против отмены этого списка. Что очень парадоксально. Вы проводили такое? Даже просто по комментариям в социальных сетях, то есть комментарии были в большей степени
от женщин, что вы хотите, зачем это нам не нужно. Мужчины говорили, вы хотите женщин превратить в мужиков, и так у нас все это катится в сторону того, что женщина не женщина, мужчина не мужчина. Ну, то есть очень много негатива, но это я все-таки считаю, что это было всегда, то есть любые какие-то изменения, это изменения в обществе, и они происходят постепенно, то есть это сначала агрессия, потом осознание, принятие. Да, то есть в любом случае хочется все быстро и замечательно, но у этого есть период времени, который как люди должны пройти и принять какие-то факты. Потому что, как пример я могу сказать, мы говорим о том, что женщина, да, они не хотят уезжать, но у нас очень много неполноценных семей, где женщины сами воспитывают детей. И это, в принципе, стандарт в наше время. И если она живет, допустим, если мы опять берем Горнорудку, в селе, где рядом есть горнодобывающая компания, и там хорошо платят, и она готова пойти, допустим, у нее уже более взрослые дети, или есть с кем оставить детей, ей нужно их поднимать, она хочет зарабатывать деньги. Но компания может ее не взять, потому что есть список запрещенных профессий, то есть у нее нет выбора. То есть отмена списка, это не значит, что, вот как Назик говорила, что все побегут и они обязаны работать в этой сфере. Это просто говорится о том, что у тебя есть выбор. Мы же говорим всегда про то, что самое главное, чтобы у тебя был выбор. Воспользуешься ты им или не воспользуешься, это уже второй вопрос. Ну и опять же, это не значит, что если женщина боится всего этого или действительно существует угроза, она должна идти. Речь идет только о праве выбора. Что делается для того, чтобы этот список все-таки был упразднен? Какие-то шаги проводятся? Да, в 2021 году или в прошлом году вот министерство, в 2021 году да, они начали. Министерство, она вот сама инициировала, Министерство занятости, труда и социального обеспечения, да. Они начали этот процесс, сами инициировали эту отмену. У них было несколько попыток его обосновать, и приготовили документы даже для того, чтобы занести его в кабинет министров, но там уже начался процесс отторжения, скажем так. То есть на следующий год, в 2022 году, они также заново начали поднимать этот вопрос упразднения. Минсоцтруда. Да, поскольку как нету ресурсов проводить это исследование и обоснование, они поняли, что просто можно изменить кодекс. То есть изменение в кодексе, то тогда это постановление просто упразднится. Автоматически упразднится. Утратит свою силу. Там тоже у них это длительный процесс. Вот с 2022 года я, к сожалению, сегодня не разговаривала, не уточняла, но подвижки какие-то ведутся, и как они планировали, насколько я понимаю, то есть упразднить за счет изменения в кодексе, но оставить приложение, что женщины беременные и с детьми до определенного возраста, до 3-4 лет, да, то есть они не могут работать в этих направлениях. Вот как вы лично относитесь к таким вообще спискам, запрещающим что-то? Давайте еще раз это проговорим в конце нашего интервью. Можно я добавлю еще по поводу то, что списки запретов. Есть, как это называется, ООНовские резолюции. Конвенции, резолюции ООН, которые Кыргызстан в том числе подписывал. Там есть конвенция о том, что о правах человека, то есть равный доступ к возможностям и мужчин, и женщин. То есть Кыргызстан подписал, ратифицировал, то есть равный доступ. То же самое, что и написано в Конституции, то есть мы равны, невзирая на пол. А список запрещенных профессий, он противоречит что Конвенция ООН, что, в принципе, Конституция Кыргызской Республики. Все понятно. Спасибо большое за беседу. Надеюсь, что какие-то изменения будут происходить. Спасибо большое, что вы были с нами. Мы говорили о списке профессий, официально запрещенных для женщин, и о том, следует ли его запрещать.
С моими собеседницами были Назика Мамбекова и Алия Мамиталиева. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам Будем большое. надеяться, что Приглашение. изменения будут. Спасибо вам. Мы до очень новых надеемся встреч. на это.